Замещено 188. Года по 30 ноября 2021 года в каждом... Из года в год не выполнялся бюджет по доходам. Так, за период с 2014 по 2020 годы бюджет недополучил порядка 500 миллионов рублей, из которых 273 миллиона рублей должны были пополнить бюджет Гагринского района. В это же самое время Гагринский район стал дотационным. Как следствие, в администрации ее подведомственных организаций возникли кредиторские задолженности по налогам и внебюджетным фондам, исчисляемыми десятками миллионов рублей. Задержки по выплате заработных плат тянулись месяцами, значительно сокращалось финансирование сел и коммунальных служб. За время нашей работы нам удалось в чем-то преуспеть. В 2021 году Гагринский район не только перестал быть дотационным, но и показывает профицит бюджета. Это и результаты деятельности налоговой инспекции и выросшие собственные доходы администрации района. План налоговых и неналоговых доходов бюджета Гагринского района на начало года составлял 350 миллионов рублей. На сегодняшний день фактически поступления в местный бюджет уже составили 508 миллионов рублей. За 10 месяцев текущего года нам удалось увеличить расходную часть бюджета на 160 миллионов рублей, а план налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Абхазия по Гагринскому району в 2021 году на начало года составлял 614 миллионов рублей и был увеличен в течение года до 747 миллионов рублей. Фактические поступления к сегодняшнему дню составляют 825 миллионов рублей. Второй автомобиль за 2 миллиона 800. На все это потрачено 7 миллионов 245 тысяч рублей. Задержки по выплате заработных плат тянулись месяцы, Из которых погибло 11 человек, против 20. Сейчас уже идет сборка оборудования. Показатели экономического развития Гагринского района. План стоял за 9 месяцев 2021 года 8 миллиардов 202 миллиона рублей за 9 месяцев. По факту 11 миллиардов 282 миллиона рублей. Обследовано 15 315 человек, из них положили посещение. В нашем районе, как и в остальных районах, 182, они еще первым компонентом только привиты, после Район не только перестал быть дотационным, но и показывает профицит. Незаконное ношение и хранение оружия. 22 факта. тот, который прибудет в июле месяце, ну, он действительно приедет к нам. И выросшие собственные доходы администрации района. План налоговых и неналоговых доходов. Для того, чтобы подвести некоторые итоги и посмотреть, реализуем. Мы подходы имели именно такие, что вначале 100 миллионов мы освоили в этом году. Количество туристов составит около 150 тысяч человек в год. Налоговые платежи от Ему приходилось через день ремонтировать. Значит, состоит на данный момент 23 по дневному стационару. и не только Гагринского района, но и всей республики. Это всего производство 78 уголовных дел. провести для того, чтобы подвести некоторые итоги и посмотреть. Цифры отчетливо свидетельствуют о том, что органы власти на местах работают. Эти цифры характеризуют во многом истинное положение дел. Во многом. Конечно, обозначилась определенная динамика в плане работы фискальных органов. Она очевидно положительная. И это результат вашего труда. Я бы не хотел сегодня здесь, в рамках этой встречи, кого-то хвалить. Мы собрались не с этой целью. Мы собрались для того, чтобы подвести некоторые итоги и посмотреть, какие направления работы у нас провалены. И вместе подумать над тем, как сделать так, чтобы в 2022 грядущем году и в этих направлениях тоже у нас были положительные тенденции. Которые 5 раскрыты. ДТП со смертельным исходом 5.
2 прошлого года, из которых 5. Был амбулаторный прием ковид-положительных или с подозрением на... Этот год оказался, с одной стороны, непростым. Я бы хотел ваше внимание обратить на то, что впервые руководство Абхазии сталкивается с такой проблемой, с такой масштабной проблемой, как ковид. И эта проблема на самом деле наложила отпечаток на все, что происходит в нашей стране. За 2020-2021 год расходы государства на противодействие ковиду, расходы, которые были осуществлены с помощью спонсоров, с помощью нашей диаспоры, это несколько сот миллионов рублей. Это цифра, которая приближается к 800 миллионам рублей. Это очень существенная нагрузка на наш бюджет. Я бы хотел, чтобы вы об этом знали. При этом, никого не хваля, хотел бы проинформировать вас, как обстоят дела в целом по республике. Вот есть определенные показатели, по которым можно иметь суждение. Государство, в данном случае наше Министерство здравоохранения, предпринимает ли все необходимые усилия для локализации последствий этой беды. Могу вам сказать совершенно ответственно, что такие усилия государство предпринимает с учетом наших возможностей. Вот есть определенные показатели, это количество заболевших и количество умерших. По этим показателям у нас цифра около 1,5%. Конечно же, это очень много, но в сравнении с другими государствами, с сопредельными, эта цифра, скажем так, намного меньше. О чем это говорит? Это говорит о том, что наше врачебное сообщество не жалеет своих сил. И я хочу вам сказать, правительство, я как глава государства, общественность, очень многие помогают нам в решении этой проблемы. И эта проблема будет нами решаться и впредь тоже. Мы никого не оставим без внимания. Я неоднократно лично, несколько десятков раз, я сам лично обращался во врачебные учреждения Российской Федерации, в Краснодар, с тем, чтобы госпитализировать, оказать поддержку, помочь там, где это было необходимо сделать. И нам в этом ключе помогали. Эту работу мы будем продолжать. Я бы хотел вас проинформировать о том, что, чтобы вы знали, я не занимаюсь пропагандой, я хочу, чтобы вы просто эти цифры знали и помнили. К нам за 2020-2021 год обратилось за поддержкой 5700 человек. Обратилось за поддержкой еще больше, чем 5700 человек, но 5700 человек получили нашу поддержку. В том числе 54 миллиона рублей мы потратили на обучение наших детей в высших учебных заведениях России. Около 2000 человек получили материальную поддержку в плане помощи по линии здравоохранения. Это средняя сумма по 120 тысяч рублей. И около 2500 человек просто обращались к нам за материальной поддержкой, мы им помогали. Итого за неполных 2 года, с апреля прошлого года по 1 декабря текущего года, государство оказало помощь на 389 миллионов рублей. И мы дальше будем помогать нашим людям. И не верьте тем, кто говорит, что нам или мне, или руководству Абхазии безразлична судьба наших простых граждан. Это не так. Мы им оказываем поддержку. Он от 21 года, да. Этот год оказался... برج يا حسابلا يسحر صحوب جاجرا أمري أخلب شركاشتو دارت زيتوب ويكا عيبتي نو زيجا حريغم زرجا جاجرا حيتصبح سبي أنا قوم ويلا شرجا زبحتو أبرد سر الخيلك أقنام خوجك أو السيادة أو الزفاس حرستخوب وي أبرز شجانا خلا خوشك بتنش مرحنا حناتهم سادي كرجوما شكول كرجوما عزركم يفاقد أجي خا جاجرا عيلة تجرا قطنا أخدام يوري الوجه يجي حيتسجنا يزقحتي تخا عينكوا يتتصنيقكو يزدو يشباقو وبرين عن الخرا زتبدا تنخدق وما تنخد يعني خمح وبسبش أوس
أدعولود وجا الله شرح يشحو وجا وسأدعولود نسحرا برتشجا أبزيرا أوباكم زر دشكالا أزنق راح تخم درجي شاس حرصخوب يخا جاجرا ريونا شاري حمو بكسكلا وسروت يشوف ويشرا شاقر يزدرودا ويجانا خلا هاي وبري قمت شرا أبري جاجرا ريون أبري أقرأ خلب شرا خشتو دار زيتوب حشاحو Гагра район ацхраара сетаху коп амяш икутату абартачкунцва архия хорпио прха хора масарак зам апсния хорпио Гагра яма по потенциал ой шара бирксу физим дроярбану тауб дарадза усаху хаз шимч конелацана абас юра сарай избот абра шарашчо Гагра района перспектива ду избот ава шап хиш то ава давро козто сараква яйша уй замч шумоп уй захши шумоп шумшан аяша шва и яша ус шадгл нас я алот алча. Я не знаю, что еще они там продадут и собираемости какой быть не должно. Ответственно, что такие усилия государство предпринимает с учетом наших возможностей.